пляжная борьба у нас на нашем слуху появилась в 2006 году. Петр Ильич Бурко тогда мне принес распечатку правил пляжной борьбы. И мы тогда еще задумались, но не могли еще выйти на тот уровень, который сегодня достигнут. Ну, были ряд причин, и на большой, наверное, сдвиг или толчок для развития и подхода к пляжной борьбе, наверное, дало то, что пляжную борьбу включили в программу Всемирных юношеских олимпийских игр как вид спорта. И с этого момента оно попало на поле внимания нашего президента, тогда Егора Афанасьевича Борисова. И во время подготовки к играм Манчары, которые прошли в Чарапче в 2013 году, Егор Афанасьевич нас спросил, есть ли тут сектор для борьбы, который борется на песке для пляжной борьбы. И мимоходом еще спросил, почему мы его не культивируем, и как бы мы там получили неофициальное добро нашего президента на развитие этой борьбы в Якутии. Ну и с этого времени у нас началась более пристальная подготовка и занятия пляжной борьбой. И мы уже второй год представляем Российскую Федерацию на этом соревновании, на этом чемпионате мира. И я должен сказать, вполне достойно. В прошлом году мы делегировали 7 спортсменов, завоевали 6 медалей, тоже 2 золота, серебро и 3 бронзы. Ну, в этом году у нас тоже получилось повторение. Ну, хочу еще раз поздравить наших чемпионов, особенно рад за Юрия Старосина. Ну и наш известный борец Ленит Спиридонов тоже достиг высоты чемпионства мира вот этой пляжной борьбе. Ну, я думаю, нельзя думать, что это легкая борьба, нельзя думать, что это неофициальное соревнование. Это самое что ни есть самые официальные соревнования, которые проводятся. Эта медаль имеет такое же достоинство, как и по греко-римской борьбе, как и по вольной борьбе, и по женской борьбе под эгидой ФИЛА. Поэтому достигнут очередной рубеж, с чем я поздравляю наших тренеров, борцов, ну и пожелаем дальнейших успехов. Спасибо.